Я вот помню, я в детстве так вот лежал, да, у тебя не было... На ковре лежал? Ну, почему? На диване, где-нибудь на кровати лежишь или в кресле сидишь, и не было у тебя ни лаптопа никакого, ни телефона, ни Дэнди. Ты сидел, вот была залипуха. Разглядывал ковер? Да, да, и там на самом деле вот тут уже, да, вот там, вот лицо, вон лицо. А вот здесь Куча, вот что на самом видишь, деле. Володя? Где? Здесь, ну да, тоже лицо жабы какая-то. Вот смотри, вот видишь, вот грустная жаба, вот нос, вот два глаза, вот ее рот грустный такой, красный. Всем понятно, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях один из топовых актеров русского, улан-удэнского русского драматического театра. Это Володя Барташевич. Володя, всем понятно. Сань. Слушай, Володя, у нас обычно люди одни приходят, ты сегодня с пресс-секретарем пришел. Ну, кто не видит, я скажу, что девушка сидит тут. Во имя чего это сделано? Она мне показала дорогу. Дорогу, да, сюда в эту обитель зла, да, повторюсь. Хорошо, в это логово чертей. Да. Окей. Слушай, что твоя фамилия вообще означает, Барташевич? Да, я не знаю, на самом деле. Я пытался выяснить, что означает моя фамилия, но... Не знаю, были какие-то барты там, я не знаю, на территории Белоруссии. Я только Барта Симпсона знаю. Ну, Барта Симпсона, да, это из меня сделали Барта Симпсона, когда я приехал в Тебя можно Бартом, кстати, называть? Тебе, да. А вообще тебя называют Бартом? Открыто. Меня только Бартом и называют. А тебя только Бартом называют, то есть нормально, когда тебя вот, Бартом. Например, приезжие режиссеры, они называют меня Владимир, я забываю, как меня зовут. Понимаю, когда говорят Вова или Володя, я так, Окей, Барт более привычно. Да. Хорошо. Я не придумал, когда тебя топовым актером назвал русского драма? Слушай, я скромный человек, я прям не знаю, что я не согласен, что я прям топовый актер. Ты не считаешь себя топовым там актером? Нет. Окей. Слушай, ваш пресс-секретарь, которая, опять же, тут сидит, Юля, она периодически вот по старой памяти с нашим оператором контачила и предлагала какой-нибудь выпуск сделать с кем-нибудь из Русдрамы, и все время речь шла или про тебя, или про Левицкого. Почему про вас двоих там больше некого, что ли, позвать? Чем вы двое так примечательны? Да я не знаю. Чем мы так примечательны, Юля? Ну, блин, ты сам как считаешь, почему ты и Левицкий все время фигурируют? Почему они на вас ставку делают? Не знаю, Левицкий очевидно почему. Потому что Левицкий это такой, не знаю, скандальный, харизматичный режиссер нашего города, режиссер такой хулиган, режиссер-экспериментатор, все-таки худрук театра, поэтому, понял. наверное, Левицкий. А в тебе что такого примечательного? Не знаю. Ну, ты сам, как думаешь, кто поинтереснее будет, ты или Сережа? Сергей. Почему? Более скандальный? Ну, мне кажется, у него бэкграунда больше. Больше, чем у тебя? Да. Окей. А проку больше от кого? От тебя или от Сережи? Что ж ты... Проку? Ну да. В плане режиссуры, наверное, от Сергея. В плане вообще, не режиссуры, в плане творчества, в плане проку для зрителя, для... От Сергея больше проку. Больше проку, чем от тебя? Да. Хорошо. Тебе вообще по кайфу на такие встречи ходить, интервьюшки, или ты сюда так, скрипя зубы, опять какую-то херню? Сюда нет. Сюда нормально, в кайф пришел? Сюда, да, к тебе я пришел в кайф, потому что, это действительно интересно. Yes. Тем более Пока еще не пожалел? Пока еще нет. Хорошо. Володя, ты родился и вырос в Узбекистане, правильно? Да, в городе Самарканде. Тоскуешь по родине? Совсем нет. Гимн знаешь? Да. Можешь пару строк прорекламировать? Конечно. Будь добр. А прям петь или прочитать? Ты можешь прочитать. Вообще, как тебе удобнее, если ты споешь, что я не буду против. О, Господи. А меня за это там не посадят, ни это, кто? ничего. Кто? А я же ничего плохого не делал. Нет, Да, конечно, я пою гимн Республики. А я же не до конца его. Володя, давай. В общем, нужно положить руку на сердце и так. Серкуёш хурулкам эльга бахт наджот, сенус индусларга юлдош, ну и так далее. Хорошо. Мы это пели на линейке каждое утро, приходя в школу. Крутяк. Гражданство у тебя узбекское, правильно я понимаю? Узбекское, да. Гордишься тем, что являешься гражданином Узбекистана? Ну, как, не то, что не горжусь, мне все равно. Не гордишься? Мне все равно. То есть тебе... нет, не горжусь. Почему? Почему нет предмета гордости в этом? Ну, я родился на территории СССР. Ну, я понимаю. Но ты же гражданин Узбекистана. Вот многие, допустим, я знаю многих граждан России, которые гордятся тем, что они граждане России. Многие граждане, не знаю, там, Монголии или Китая или Соединенных Штатов гордятся. А вот ты не гордишься тем, что ты гражданин своей страны. Честно скажу, может быть, страшную такую штуку скажу. Я никогда не считал Узбекистан своей родной страной, несмотря на то, что я там родился. По-узбекски говоришь, Володя? Нет.
Почему? Можно жить в Узбекистане и не знать узбекский? Да. В легкую? Мы жили в Самарканде, и в Самарканде, знаешь, есть такая пословица, что в городе Самарканд, ну такая народная пословица, что в городе Самарканд даже собака гавкает на таджикском. На таджикском. Да, Там таджиков есть, много. Да, и все знают таджикский. И Ты таджикский знаешь? Ну, уже подзабыл, но да, знаю, понимаю. Не знаю, девушку сможешь в кино пригласить на таджикском? Нет. Не сможешь? Нет. Блин, окей, хорошо. Тебе, Володя, что больше всего в Узбекистане вообще нравится? Ну, знаешь, на тот момент, когда я там жил, в детстве, это дружба народов. Дружба народов. То есть это узбеки, таджики, татары, корейцы, армяне, иранцы, мы все вместе Русские были. тоже Русские входят тоже, да, конечно. Мы жили все вместе, дружили с мусульманами, с протестантами, ходили друг к другу на праздники какие-то религиозные и так далее, ходили в гости, ели, не знаю, в праздники еду, все дружили, все было хорошо. В России такой темы нет, правильно я понимаю? Почему? Есть. Есть такая тема? Есть. Я вообще за такую тему. Ты сказал, что нравится. А что не нравится в Узбекистане больше всего? Не нравится уровень жизни, как живут люди, не нравится то, что взятки — это вторая зарплата официально. Я тебя Хочешь понимаю. быстрее пройти, дай взятку, вот прям в очереди стоишь. Здесь тоже популярна такая тема, если что. Ну, слушай, я не встречался, честное слово. Хорошо. Здесь я насчет взяток не встречался. Расскажи немного про узбеков, что это за люди вообще? Я с ними, например, дело особо не водил просто, поэтому не знаю. Ну, я тебе такой пример приведу. Давай. Например, когда была Вторая мировая война, да, Великая Отечественная война, когда была, узбеки усыновляли, удочеряли огромное количество детей. То есть в одну семью узбеки брали русских, армян, корейцев, неважно, всех национальностей, брали по 12 детей. Одна семья. У тебя там была эта ситуация, когда тебе было некомфортно из-за того, что ты русский? Конечно, да. Там Что за ситуация, были... Что ты лицо спрятал? Сейчас тяжело об этом говорить, но были такие года, наверное, 96-й, 98-й, когда... Тебе что, 10 лет всего было? Мы прям, ну да. Ну и началось с этого момента, я имею в виду. И тогда были какие-то драки. Такой, знаешь, какой-то такой внегласный комендантский час был, потому что после 9, так, знаешь, опасно выходить. И чем могло кончиться это, если вышел после 9? Ну, могло поножовщиной кончиться. Если То есть зарезать могли? Если там один, да, на почве этого. Но опять же, у нас школа на школу, когда дрались школу на школу, я помню, у нас были случаи, когда реально ребята резали друг друга. Тебе прилетало ножом? Нет. А по фейсу? По фейсу, ой, постоянно. Постоянно. Мной головой разбили витрину, и было много шрамов, да, в магазин вот так вот просто. Так. Ты всегда выхватывал или тоже отвечал? Ну, конечно, отвечал. Отвечал. Наказывал людей? Отвечал. Ну, я на самом деле не люблю драться, да, наказывал. Прям, лицо в кровь, а потом, знаешь, что самое ужасное, когда ты на следующий день видишь этого человека, у которого, такое расколбашенное лицо, ты думаешь, твою мать, это я сделал, и Ясно. от этого страшно становится. Вы там, в смысле, русские объединялись и давали отпор? Или... Нет, в нашей компании были... Интернационал у вас такой был? Буня, Буньет, Зафар, Юрка, Марат Гимадиев. То есть это татары, таджики, узбеки, русские. Мы дружили, несмотря на всю вот эту ужасную ситуацию, которая была, мы все равно дружили, мы все равно продолжали уважать друг друга. Я понял, далее. Володя. Узбечки красивые, Володя? Ну да. Красивые девушки. Можешь мне пару имен назвать, чтобы я загуглил и мог фотки показать, что там за красивые девушки такие есть, например? Красивые девушки. Но я сейчас буду говорить имена, мне сейчас сделают замечание, скажут, там, это таджикское имя или это узбекское имя, но там все равно. Турсуна, Заргина, Нигина, Гульмира. Стой, я просто имена вобью, и он мне фотки выдаст, что ли? У них, может, фамилии есть какие-то? Тебе конкретно сказать... Ну да, то есть ты мне сказал бы, допустим, там какая-нибудь там, условная там... После передачи. Хорошо. Покажу. Ты вообще, Володя, одухотворенный человек? Есть тяга к прекрасному? Ну, конечно. Я у тебя ВКонтакте шарился, у тебя там всякие стихи опубликованные, фотки с всяких выставок и все такое. Любишь искусство? Ну да, конечно. Я как бы в нем вроде как... За что любишь? Искусство? За то, что это другой язык. Другой язык? Которым надо владеть. Это... Блин, какие-то общие слова, ни о чем.
Ну почему ни о чем? Потому что куча других языков, но ты же их не любишь, а вот искусство почему ты любишь? Ну, потому что я пытаюсь разбираться в этом языке, я до конца его тоже не знаю. Какая-то Мне нравится искусство ну как? Это другой язык метафоры, язык аллегории, Хорошо, язык... хорошо. Польза есть какая-то от искусства? Конечно. Какая? Польза, мы растем духовно, мы развиваем свой мозг. Ну и что в этом такого хорошего, в этом росте? Развивать свой мозг, что в этом хорошего? Ну да. Это прекрасно, ты становишься чуть умнее, чуть выше, ты начинаешь открывать глаза на какие-то разве нет, вещи. это будет лучше житься? Маятник твоего восприятия раскачивается, и ты врубаешься как-то, не знаю. Ну, это сделает меня счастливее, если у меня будет маятник сильнее качаться. А может быть, наоборот, сделать тебя несчастливее, но Вот зато видишь. ты будешь видеть общую картину мира. В «Матрице». А зачем мне эта общая картина мира, если она мне доставляет страдания, Володя? То есть ты бы не хотел быть Нео в «Матрице»? Вот если бы тебе предложили красная таблетка или синяя, вот. Я бы сделал бы, как Нео это сделал бы. Но Ну вот, это и есть сила искусства. сила Мне кажется, в этом и есть искусство. да, ну, Володя, но вопрос не в этом, а в том, что есть от него какой-то толк, польза хорошая, счастливая или нету? Хорошо, давай так. Есть. Можешь пару произведений искусства, можно там, не знаю, книжки, песни, вообще все что угодно, которые сделали твою жизнь лучше, например? Что? Прям лучше. Ну да, вот прямо, не знаю. Знаешь, это как-то откладывается, я не знаю, я бы мог, конечно, сказать, что я там прочитал, Говори, это вот что ты Лилиан прочитал? Войнич, Овода, да? Войнич, Овод, что и еще? там, да много чего прочитал, сейчас все не перечислю, не знаю. Мне не надо, чтобы ты прочитал. Что сделало тебя лучше, что тебя изменило, что тебе жизнь захотелось? Но мне захотелось, во-первых, изменить себя и попробовать попробовать сделать жизнь лучше людей, которые вокруг меня. Не знаю, насколько это хорошо получается, но я, по крайней мере, стараюсь, я хочу это сделать. Хорошо. Войнич, что еще? Да не знаю, да Достоевский. Что Достоевский? Да все, весь Достоевский. Весь Достоевский. Ну, там, да, самое мое любимое Не знаю. произведение – это «Бесы». Вот «Бесы» прочитал. И что, как это твою жизнь изменило? Ну, я не знаю, как это изменило. Это в любом случае в сознании, где-то в голове это как-то засело, и это в любом случае когда-нибудь, или не знаю, или сейчас, или уже влияет. Я не могу это отслеживать. Ну, как это повлияло? Я могу понять, каким там, я не знаю, по каким не надо быть. Я могу понять, что не надо делать. Это как... Ты понимаешь, что... Ну, что ты такого, ты в «Бесах» узнал, чего ты раньше не знал? Что нельзя делать такого? Ну, не то, что нельзя делать такого. А что? Ну, например... Ты не против, что мы тут «Бесы» начали разбирать? Можем что-то другое? Отлично, мне Давай, вообще... окей, «Бесы». Хоть как. Ну, что... Вот, ну как же, господи, его зовут? Который к Шатову приходит. Верховенский, кажется. Так, и что с ним? Верховенский, ну вот какой негодяй, да, у него своя правда. Ты смотришь на человека, у него своя правда, он злостью, какой-то такой подлостью, да, хочет как-то, не знаю, там, управлять, не знаю, людьми, обществом, что-то через такую штуку, и ты понимаешь, ну что важнее, любовь или важнее все-таки, не знаю, быть каким-то негодяем? Что важнее? Конечно же, любовь для меня. И так далее. Да и в каждой книжке, естественно, ты выбираешь какой-то определенный момент, который в твоем подсознании остается, складывается, укладывается, и ты, не знаю, когда-то он вылезает, когда ты... Вот понимаешь, это такой... Допускаешь, что есть книжки, от которых только вред? Например, тот же Достоевский. Вред от Достоевского? Ну да. Не знаю. Там же потом мозгоебство начинается. Нет такого? Да я не согласен с этим. Нет. Себе мозги не ебешь. Да нет. Я не знаю, я был в этой книге, я прям... Хорошо, проехали. Володя, быдлом тебя можно назвать? Быдлом? Меня? Да, черт возьми, я надеюсь, что нет. Что тебя отличает от быдла? Стремление учиться, стремление познавать что-то новое. Быдло не хочет не учиться, не познавать что-то новое. Быдло – это абсолютно невежественные люди, да. Много таких вокруг тебя? Достаточно. Отлично. Еще один блок кончили. Только передача закончилась. Кто было, слышь ты? Вали свой Узбекистан!
Твоя девушка зовут Настя Турушева. Да. И кто не знает, это еще одна топовая актриса русского драма. Я правильно понимаю, что между вами любовь? Да, мы 9 лет уже вместе. Ты любишь ее? Да. За что? Ну, невозможно сказать, за что ты любишь человека. Как за красоту, за доброту, за искренность, за поддержку. Ну, как так? И любовь есть любовь. Ты либо любишь, либо не любишь. Хорошо. Это такой, Я понимаю, типа беременна или не беременна? Нет. Ну, то есть я не хочу сказать, что нельзя быть немножечко беременной. Ты про это говоришь? Или что-то другое? Я хочу сказать, что я люблю ее и ее внутренний мир. Хорошо, этого достаточно. Ты, как бы, у тебя там прям большие планы, хотел бы от нее детей, или ты просто сегодняшним днем наслаждаешься? А завтра будет завтра? Почему? Мы живем вместе, все. Мы решили быть вместе давно, и все. И все, до конца жизни? Да. Окей. У тебя ВКонтакте там есть такая, типа, анкетка, и в графе мировоззрения у тебя написано «Любовь». Это что значит, Володя? То есть, значит, знаешь, у Боб Марли был такой альбом «Love is my religion». Так. Ну вот. У тебя тоже твой religion, это love, получается? Да. Ко всем испытываешь любовь или к каким-то избранным? Ну людям? нет, конечно, как можно ко всем испытывать любовь? Стараешься. Ну, допустим, ко мне сейчас испытываешь какие-то чувства? Ну, это не любовь, чувак. Не любовь, чувак, хорошо. Это я испытываю к тебе неважно, добрые, Хорошо. дружеские чувства. Кого больше всех любишь? Себя. Мама, допустим, В хорошем мама смысле. жива у тебя? Да, мама жива. Вот, допустим, чем отличается любовь к маме от любви к Насте? Если есть отличие, конечно. Есть у нас такой спектакль по Ивану Вырыпаеву, называется «Пьяный». Так. И вот там монолог у Стаса, еще одного топового артиста нашего театра. Я знаю, помню этого парня. Да, Стас Немчинов. Он там говорит: мир есть любовь, все есть любовь. Любовь к спиртному – это та же самая любовь, что любовь мужчины к женщине. Ты согласен? Знаешь, в каком-то смысле да. Почему? Поясни, пожалуйста. Ну, если мне нравится есть яблоко, оно вкусное, яблоко... Не, давай про спиртное. Давай вот бухло и женщина – это хороший пример ты привел, на мой взгляд. Почему это одно и то же? Это не одно и то же. Ну, ты сказал, что это одна любовь. Я сказал, что я почти с этим согласен. Ну, любовь, да, но я вот... Стой, не уходи, ты в другую сторону Почему? пошел. Я говорю, я люблю бухнуть. Любишь бухнуть. И я люблю там женщину свою. Природа у этой любви одинаковая? Природа, ну, когда я пью, мне хорошо. Это когда я эгоистичное. со своей женщиной, мне хорошо. Согласен, что оба проявляют твои эгоистичные чувства? Может быть, да, потому что, да, ты сейчас выведешь меня на то, что любовь – это когда ты отдаешь, да, вот эти все вот такие умные фразы. Но любовь, да, может быть, это когда ты отдаешь, когда ты отпускаешь. Вот. Что отпускаешь? Ну, отпускаешь, когда, знаешь, я ненавижу вот эти фразы ВКонтакте, я не ухожу от темы, я продолжаю. Ненавижу вот эти цитатки ВКонтакте, когда, типа, если любишь, ты сделаешь все для того, чтобы она или он был с тобой, если любишь, хрен отпустишь, все, сиди здесь, там, типа, пойдешь на все. Да нет. Не в этом любовь. Если ты любишь человека и видишь, что ему с тобой хреново, человек от тебя хочет уйти, то надо его отпустить. То ты, конечно, ты же, это как сорвал цветок, поставил себе туда, и ой, дохлый цветочек у меня завянет, зато как он мне нравится. Я понял тебя, Володя. Хорошо, давай не будем углубляться. Ты помнишь то время, когда Настя в аварию попала? Ну да, конечно, помню. Я правильно понимаю, что там был какой-то момент, когда было непонятно, выживет она или не выживет? Да, да. Был такой. Что ты делал в эти моменты? Ой, слушай, у меня такие головники были. Я удивился от себя. Очень херово было? Да ты чё вообще? Самое херовое время? Прям трэш был. Ты бухал? Бухал. Бухал. Чтобы боль сгладить? Чтобы уснуть. Чтобы уснуть? Я уснуть не мог. В смысле, прямо пузырь прокидывал и... Нет, не пузырь. Я не один бухал, я бухал с друзьями. У меня, слава богу, там меня Тёма Баскаков спасал. Спасибо ему. Тоже огромное. бухал вместе? Ну нет, Тёмка такой человек не особо пьющий. Там Тёма спасал, там еще другие друзья спасали. Ну да, подпевал. Но, тем не менее, продолжал заниматься делами. Кроме бухла, что еще помогло пережить этот момент? Настина мама, она прям, знаешь, мне так звонила. Я, клянусь, я прям плакал постоянно. Я брал... Сколько это продолжалось по времени? Где-то... Пару недель?
Неделю. 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 Она, слушай, она так долго вообще тянулась, эта неделя. И потом врачи уже позвонили, сказали, ну, там, типа, она там в себя пришла, давайте, приезжайте, там, она команду выполняет. Воу. Здорово. И Настина мама, она звонила мне и говорила, ты что, угомонись, все нормально будет. Хотя сама прекрасно понимала, там вообще все переживала. Ты считаешь, это выход, когда такие стрессовые ситуации, вот не только какой-то, который с тобой случилось, да? Когда какой-то жесткий стрессняк случается, бухло реально помогает? Советовал бы? Нет, я вообще никому не советую ни пить, ни курить, ни употреблять вообще ничего. Ну, ты сам делаешь все это, правильно? Ну, слушай, иногда, да. Окей, продолжай, пожалуйста. Но это мое. Ну, я понимаю. В смысле, моя жизнь. Да, ты никому не навязываешь. Так ты считаешь, что бухло тут не совсем выход? Бухло вообще никогда не выход. Никогда не выход. Бухло, может так снивелировать какую-то ситуацию, так замазать. Хорошо, я понял. Слушай, к нам тут на студию Олега Юмов заходил, знаешь такого? Да, но лично я с ним не очень знаком. Не знаком. Он как-то в одном из разговоров выказывал мысль, что, знаешь, театр, он не про русский драмтеатр, конечно, говорил, что театр — это такое место, где, знаешь, там все переплетено, и там чуть ли не каждый с каждым спал. Насколько это соответствует действительности? Ну, я думаю... Существует вообще подобная база для таких разговоров? Ну, наверное, знаешь, существует, потому что театр — это такой закрытый тесный коллектив, ну не то чтобы закрытый, это тесный коллектив, где его можно сравнить, не знаю, с семьей. Каждый с другом, потому что, я не знаю, каждый с другом переругался. Это факт. По любасу. Это, я не знаю, это, наверное, во всех театрах есть. Ну, не знаю, может быть... Каждый с каждым трахнулся? Насколько это? Нет. Нет, такого нет? Нет, конечно. Но вообще такое же бывает? Ну, слушай, ну, не знаю, может быть... Ну, давай так, ты думаешь, вот в новом здании Русского драмтеатра секс случался? У меня с моей женой, да. А у других людей? Мы там живем просто. О, я понимаю. Слушай, я откуда знаю? Даже если случался, это не мое дело. Хорошо. Мое дело заниматься спектаклями, творчеством. Все, Ваш театр заурядный, думаешь, он, или есть в нем что-то особенное? Или все-таки заурядный провинциальный театр? Ну нет, он не заурядный. Что в нем особенного такого, Владимир? Ну, на данный момент, мне кажется, контент, который создает Левицкий, и годный. Такая годный, да, годный. Контент годен, и такая художественная политика, которую он ведет, ориентированная на какую-то такую образовательную часть и зрителя, и нового зрителя, и старого зрителя. Мне кажется, в этом театр совсем не зауряден, а театр очень даже... Я понимаю. Как думаешь, есть в России театр более топовый, чем Бестужевка? Ну, конечно. Например, какой? В России? Ну, валом. Ну, например? Не знаю, Гоголь-центр. Гоголь-центр, Серебряниковский. Серебряникова более уважаешь? топовый в каком смысле? Да, уважаю. Реально уважаешь? Да, конечно. Продолжай. Ну что, я не знаю, театр имени Вахтангова там. Еще один назови, и хватит. Ладно, не называй. Серегу Левицкого уважаешь? Ну да, это мой лучший друг. Какой-нибудь толк, думаешь, есть от его постановок, от ваших постановок? Определенно, думаю, да. Какой, например? Например, как после Ричарда ко мне недавно подошла девочка одна, попросила автограф, и ей там что-то написал, расписался, и эта девочка говорит: спасибо вам большое, то, что после этого то, что на этом спектакле вы мне показали, каким человеком не надо быть. Расскажи про Левицкого. Душевный человек это? Что вообще за человек? Вспыльчивый, амбициозный, нервный, хороший друг и очень... Он за все болеет. За все болеет. Может служить в чем-то примером? Ну да. Например? Вот для меня он служит примером. Он постоянно что-то, я не знаю, там, что-то посоветует, не знаю, почитать. Он постоянно что-то изучает, что-то смотрит. Я там бывает... Хорошо, там... развивается, короче, жестко. Да, чувак молодец. Слушай, почему до этого русский театр не бабахнул, я имею в виду, допустим, когда Баскаков там рулил, что Левицкий такого сделал, почему ему удалось раскачать? Ну, слушай, не знаю. Почему раньше печалька была, а сейчас стало круто? Ну, не знаю, видишь, он съездил в Москву. Согласен, что раньше печалька была? Ну да, без личных привязок к Баскакову. Да. Ну, то, что он съездил в Москву,
он там получил какие-то знания, он, видимо, понял, в каком векторе нужно двигаться. Он, я не знаю, у него бэкграунд обновился, и он понял... В Москву съездил, короче. Что куда? Ну, он получил там знания, он там учился. Окей. Самое отдельное, что он сделал, это «Фронтовичка»? Самое отдельное? Да. Не знаю. Ну, «Фронтовичка» тоже, да, такой хороший спектакль. Что лучше всего схавалось, на твой взгляд, народом? Ну, «Фронтовичка», конечно. Лучше всего схавалось? Ну, да. Почему? Ну, потому что это более понятная такая тема, не знаю, для зрителя. Доходчивая, попсовая. Ну да, хотя с «Фронтовички» тоже люди уходили, и им были непонятны какие-то метафоры, там люди говорили, что вот тут мужик выходит, там, мне говорят, мужик выезжает на мотоцикле, а сам выезжает на рояле, я чё? Окей, я тебя понял. Нехорошее слово, что ли? Какое? Ну вы что, меня за долбоеба, говорит, держите, Все, что ли? отлично, понимаю. Ты сам, когда работаешь в театре, с душой работаешь? Вкладываешь душу? Стараюсь, да. Допустим, не знаю. Ну, иначе как. В Ричарда вкладываешь? Ой, с ними я натерпелся. Конечно, вкладываю, да. В того парня из «Фронтовички»? Ну, конечно. Ну, допустим, ты в «Царевне лягушки» играешь лешего. Сволочь. А что такого? Почему Сравнил. сволочь? Давай, ну. Туда вкладываешь душу? Я туда вкладываю юмор. А почему ты в Ричарда вкладываешь душу, а в лешего из «Царевны лягушки» не вкладываешь? Ну, это детская сказка. Ну, Что тебе как мешает душу? туда вкладывать душу? Ну, Не, серьезно, мне кажется, это весьма важный вопрос. важно, да, еще лицемером назови меня. И я этого не собирался делать. Ну, слушай, блин, я вкладываю туда юмор и любовь к своей профессии. Ну, допустим, в «Чиполлино», в «Приключениях Чиполлино» что вкладываешь? Душу вкладываешь или тоже только юмор? Да, мы туда очень много души вложили, когда его делали. Допустим, вот взять два образа Ричарда и Чиполлино. Знаешь, я тебе объясню сейчас, прости. Давай, без проблем. В Лешего, в «Царевне лягушки» я ввелся. Я Ввелся не ты? репетировал, да, я в одной. Этому спектаклю уже 17 лет. Окей. 17 лет, по-моему. Мне кажется, этот спектакль... Я понял, это не совсем твое дитя, нужно получается. уже... Пора его кончать. Да. Хотя... А что не кончаете? Я не знаю, я актер. Хорошо, я раб. виноваты другие, да. Вот. А спектакль, который ты с самого начала начинаешь репетировать, когда ты читаешь, сокращаешь, учишь, приходишь на репетицию и так далее, там совершенно другое, конечно. Я понимаю. Кайфа вообще больше от какой роли испытываешь из тех, которые сейчас играешь? Кайфа? Ну, везде кайф разный. Слушай, Володя, почему у вас там бурят совсем нету? Ведь сейчас многие буряты Здрасте, как неплохо нет? говорят по-русски. Есть. Есть буряты в русском драме? Аюр Доржиев, актер. Единственный. Да. А сколько русских? Я не знаю. Ну, Все актеры. все остальные. Все остальные, да. Сейчас... Сколько вообще бурят в русском драме работает? Слушай, на самом деле достаточно много. Перечисли. Кто на какой Ну, должности? я не Кого знаю. помнишь? Ты сказал, Аюр актер есть? Аюр актер, Мунко на видеоряд, там, мультимедиа. Потом, слушай, да у нас там... Хороший специалист Мунко? Мунко, ну, да, молодец, старается. Продолжай. Старайся, Мунко, еще лучше. Да много там народу, я по именам даже не всех знаю. Там штат огромный. Штат огромный. Допустим, вообще допускаешь такую фигню, что Ричарда, допустим, играл бы бурят? Чего нет-то? Почему допускаешь? Чего нет? Но это актерская профессия. Почему обязательно? Что, его русский должен играть? Ричард был белый человек, а бурят это желтый человек. Суть-то, контекст не меняется, Не пьеса. меняется. Ясно. Пьеса же не о том, что это русский, это американец, это там, Хорошо. я не знаю, филиппинец. Черный парень тоже мог бы сыграть Ричарда. Да почему нет? Хорошо, отлично. Тебе вообще тяжело в бурятской среде жить здесь, в Лондоне? Нет. Нет ощущения, что к русской культуре здесь немножко как к второсортной относятся. То есть есть такая титульная бурятская культура, а есть как бы русская, которая как бы немного пародирует то, что делается в Москве и все такое. Нет. Ты лично бурятский народ уважаешь? Ну, конечно. За что? Слушай, знаешь, я на самом деле, когда только приехал в Улан-Удэ, мне очень много бурят помогли. Тоже за гостеприимство, за помощь. И я не лукавлю. Хорошо. Я понял. Володя, ты из Бурятии не уезжаешь, потому что некуда и ты никому не нужен, или тебя тут что-то держит? Мне тут нравится, я хочу попробовать
поднять, как-то город Улан-Удэ в плане... В плане чего? Попробовать в плане театральном. В плане театрального искусства, может быть, кинематографического. Что так может быть? Потому что, может быть, не знаю. Хочется, чтобы в Улан-Удэ говорили, хочется, чтобы в Улан-Удэ приезжали. Уехать в Москву, в это кладбище талантов, это, конечно, очень просто. А ты кладбище талантов считаешь, что Москва, да? Ну да. Хорошо. Ты на велике катаешься? Да. Во имя чего, Володя? Это мне нравится. Ты типа зожевец? Я совсем не зожевец. Как к ЗОЖу вообще относишься? С завистью. Давай, теперь за велик. За велик? Да. Слушай, на самом деле, я иногда ловлю себя на мысли, что когда ты едешь на велике ночью, когда мало машин, по каким-то... А ты ночью катаешься по Улановке? И днем, и ночью. Ага. И едешь, когда... В наушниках? В наушниках чувствуешь, есть такое ты можешь ощущение свободы. Сигнал автомобиля, я хотел предупредить. Нет, я могу. Не так по громко, дороге с громким звуком я не езжу. Продолжай. Ну что, езжу на велосипеде, Кайфуешь, читаю, да. Хорошо. Когда есть время. Слушай, у тебя ВКонтакте, знаешь, там такие есть сообщества, в которых человек состоит, и они там по популярности стоят. У тебя на втором месте стоит журнал «Эротика». На первом аноним стоит, а на втором журнал «Эротика». Ты поклонник, получается, женской наготы? Или как бы просто расслабляешься, снимаешь стресс? Я тебе скажу. Я давным-давно не заходил в этот журнал, он у меня просто в ленте висит, я так листаю, он иногда, да. И в аноним я давным-давно не заходил. Вот они, видимо, там у каждого второго висит. Да, видимо, они поставили. Ну, мне знаешь, почему я подписался на этот журнал? Я подписался на него очень давно. Я тогда пытался фотографировать. Пытался фотографировать все, фотографировал Настю. Ты обнаженную снимал ее? Да. Эти фотки кто-нибудь видел, кроме вас двоих? Кто-то видел, да, но не... В открытом доступе их нету? Нету. А почему не опубликовал? Ну, как-то опубликовывали, а потом что-то как-то удалили, потому что Настя... Ну, в общем, наверное, не знаю, что-то... Ну, тебе вообще нормально было бы поделиться с общественностью Настиными голыми фотками? Ну, если это не порно. Не, ну там как бы, там все равно как бы... Порно и эротика – это разные вещи. А в чем разница между порно и эротикой? Ну, эротика – это ты, не знаю, эротика – это ты, что ли, когда ты, что ли, подсматриваешь, ну, когда ты додумываешь. Ну, смотри, допустим, если половые губы видны, это эротика или порно? Ну, порнуха, мне кажется. То есть половых губ в эротике не может быть? Ну, слушай, знаешь, лучше додумать что-то. В этом и искусство. Я почему говорю, подписан на эту группу? Потому что это искусство фотографии. Ты когда смотришь на красивую женскую, блин, это же прекрасное женское тело. Это мне же показалось, прекрасно. что беспонтовые фотки там, честно говоря. Ты... Может быть, я мало пролистал? Полистай, бро. Хорошо. Да нет, на самом деле это красиво, это форма. Окей, Володя. Слушай, я в инсте видел твои видосы, ты там в костюме Деда Мороза, точнее, ты там бороду себе на голову нацепил. Гори в честь года бывшего и года наступившего! Раз, два, три, наша елочка, гори! Такое ощущение было, что тебя вообще там конкретно достала эта херня, и ты там в каком-то нервном приступе. Да, я ненавижу. Так я и было, я да? ненавижу, да. Ненавидишь. Праздник Новый год. Но, несмотря на это, удается ли детям дарить сказку и делать их счастливыми? Да, и знаешь что? Вот в этом парадокс, когда ты приходишь к детям там на утренник или приезжаешь там куда-нибудь на квартиру, или дети, когда приходят. А ты на хату тоже ездишь? Да, сейчас очень редко, но да, старые знакомые по старым там, по старой Я памяти. понимаю, Володь, продолжи. И когда приходят дети на спектакль, и ты злой, и когда ты видишь эти глаза, господи, ты думаешь, ёп. Но все равно ненавидишь эту работу, правильно я понимаю? Ну, потому что нету праздника, ощущения праздника Я понимаю, в Новый да. год. Ну, просто забавно, что ты так ее ненавидишь и продолжаешь ей заниматься. Ну, а как Бабки мне чем решаются, заниматься? бабки решаются в этом случае. И бабки тоже. Сколько можно поднять за новогодние каникулы? Ну, вообще, вот за этот период, там, конец декабря, начало января. Слушай, сейчас вообще мало. Не знаю, у кого-то хорошо. Ты сейчас сколько поднял за прошедшие? Ну, где-то 15к. О, совсем мало, действительно. Окей. А раньше было больше. Я даже когда... Сколько раньше? 30-ку можно было давать? Полтинник? Ну, даже больше. Даже больше, сатыгу. Под сатыгу спокойно. Спокойно. Но если что ты... случилось? Не нужен больше праздник детям? Да нет, почему? Если ты еще и ведущим работаешь, и Дедом Морозом, Окей. И так далее. Хорошо, Володя, я понял тебя.
Слушай, я твое интервью читал, ты ее меньше года назад дал, и там, короче, журналист или журналистка, я не знаю, у тебя спрашивает, о чем ты мечтаешь? И ты говоришь, о многом, но я тебе не скажу. Много о чем, о своем доме, а то 30 лет, а я до сих пор живу в общаге, но даже не знаю, когда с моей зарплатой у меня появится хотя бы однушка. В какой общаге живешь? Ну, это как бы, ну, общага при театре. Общага То есть при театре. Это, да, это служебное такое жилье. Что больше всего напрягает в общаге? То, что ты живешь прям в театре. Плюс есть какие-то? То, что ты живешь прям в театре. Не знаю, можно там, допустим, любовью заняться без боязни быть услышанным? Ну да. Окей. Ты выложил скрин, у тебя скриншот есть своего мобильного банка. У тебя там 3 рубля на балансе, а потом туда падает зарплата 16 900 рублей. 16 800 с чем-то. Как на эти бабки живешь? Ну так. Ну как, вот смотри, у тебя 17 косарей упало, да, грубо говоря. На что их тратишь, можешь сказать? Ну, сейчас большая часть денег будет уходить, я не могу сказать на что, потому что это, короче, очень неприятный момент. В смысле, ты кому-то что-то должен, что ли? Нет, не должен. Короче, ну, неважно. Хорошо, какая-то семейная херня. Типа того. Ага. Сколько уходит на нее из 17? 40. 40%? Нет, 40 из 17. 40 из 17. Остальные ты где-то еще вынужден искать. У тебя ежемесячные это платежи такие? Ты каждый месяц должен 40-ку поднимать? Да, возможно, сейчас будет и больше. Это... Да, неважно, короче. законная тема? Закрыть. Да, конечно, абсолютно законная тема. Это, Тебя там криминал не плющит? это ничего? беда, чувак. Это беда. Да, Как ты с этой бедой живешь, Володя? неважно. Ну, почему? Мне кажется, это очень важно. Но это семейный момент. И Хорошо. сейчас в семье произошла беда, и сейчас эту Неприятность. беду надо решать. Все, ладно, дальше не буду копать. Ясно. Бедным человеком тебя можно назвать? Можно. Тебе не стыдно, допустим, перед своей женщиной, что не можешь ее толком обеспечить? Слушай, да я на самом деле То есть у тебя вот просто ей деньги отдаю, и все, я у нее клянчу. У тебя нет такой мысли, что она достойна большего? Конечно, есть. Реально. Ну да. Она реально достойна большего. Ну, если бы Володя сейчас, допустим, появился бы, да, хороший, добрый и обеспеченный чувак, который знает, чего он хочет там от жизни и все такое, ты бы смог бы Настю понять, если бы она к нему ушла бы? Реально. И не рыпался бы? Нет. Пытался бы вернуть ее? Забухал бы? Нет. не Забухал пытался. бы, но Да нет, я бы не пытался, принял потому бы. что мы говорили уже об этом. с ней. Окей. С тобой сегодня. Но ты считаешь, что ты можешь противопоставить, допустим, ну, вот этим вот виртуальным любви и деньгам, да, которые я сказал про этого воображаемого чувака? Ты можешь что-то Слушай, если это настоящая любовь, ну что нет-то? Если человеку, если Насте станет, я не знаю, если Настя влюбится в человека, я действительно буду видеть, что ей с ним хорошо, и он не мудак, да, какой-нибудь. Да, там. в легкую. Да почему нет? Это Настин выбор, я не могу ее держать на цепи. Это она ты будешь человек, говорить, она там, живой ах, человек. ты там такая, у Нет. него куча бабок, и ты меня променяла. Да нет. Таких мыслей не будет. Хорошо. Ты считаешь, вообще тебя есть за что любить? Давай к этому вопросу попозже. У тебя не было мысли, допустим, ради любимой женщины, раз ты говоришь, что она достойна большего, бросить театр и заняться чем-то более приземленным, но приносящим больше бабок? Постоянно мысли Постоянно такие мысли. Вот, серьезно. Почему да. они до сих пор не побеждают эти мысли? Почему ты до сих пор в театре? Ну, потому что я по театру в какой-то момент начинаю скучать. Окей. Если у меня там долго чего-то нет, я прям. Хорошо. Это пока важнее, А чем... с другой стороны, я думаю, знаешь, я бы обеспеченность. ничем, кроме театра, не смог бы заниматься. Ну, может быть, каким-то творчеством, но так, чтобы там Окей. быть продавцом, я это уже прошел. Быть менеджером, я уже это прошел. Это не мое. Давай вернемся. Тебя есть за что любить? Наверное, есть, если Настя меня любит. Ну, ты как считаешь, за что? Давай похвали себя, да? Ну, типа того. Не знаю, может быть, за чувство юмора. Да черт его знает, не знаю. Хорошо. Ты вообще по жизни к чему стремишься? К чему стремишься по жизни? Я хочу достичь какого-то такого хорошего профессионального уровня в своей профессии, то есть развиться как актер, да. Я хочу счастливую, здоровую семью и хочу, чтобы... Она у тебя уже есть? Почти. Да. И хочу, чтобы меня окружали, не знаю, нужные, полезные, добрые люди. Я понял, Володя. Тебя взрослым человеком можно называть? Если по возрасте, то, наверное, да. Если так в голове, то, наверное, нет. Окей. Можно я еще одну вырезку из твоего интервью прочитаю?
ты за велик просто тут заговорил. Короче так. Неприятно, когда едешь на велосипеде, останавливаешься у светофора, подъезжает джип, и оттуда нетрезвые люди кричат: «О, ты же Бузы, ну и где твоя бузная? Однажды в меня стреляли на мосту, но не попали». Популярность. И там троеточие дальше. Расскажи про эту тему. Мне На каком мосту стреляли? На Удинском. Ну что тебе интересно, кстати? А? Что тебе интересно? На Удинском, говорю. Что тебе интересно, сказал, мне вообще интересно. Я говорю, мне интересно, когда даешь интервью, и потом как-то так твои слова чуть-чуть перепечатывают. Ну да ладно. Ну да. Главное, хотя бы суть, да. Да. На Удинском мосту кто стрелял? Да хрен знаешь, ехала какая-то Волга. Я... Из пневматики стреляли? Нет. Из боевого, что ли? Слушай, я не знаю, может быть, это травмат был. Я ехал со стороны центрального рынка в сторону Саян. Это давно было, Володя? Года 3 назад. Ага, ты ехал с центрального рынка на Саяны. Ага. Да, ехал я по пешеходному переходу, не по дороге. Впереди меня шла пара, парень с девушкой. Я как всегда, я как всегда останавливаюсь, говорю: пропустите, пожалуйста. Они такие: да, пожалуйста. Я, значит, так проезжаю, медленно едет Волга, и из окна так бах, и мы услышали все, как... Гильза упала. Ну, такой, нет, был такой щелчок об этот металлический мост. То есть, это не петарда. Пуля в пруд попала. Ну, наверное. И мы такие переглянулись, что за фигня. Ага. И пацан, девочка такая говорит: петарда. Мы с пацаном в один голос: какая нахер петарда? И мы такие: номер кто-нибудь запомнил? Нет, не запомнили. И Волга. Ну, ты думаешь, что тебя стреляли, потому что ты Барташевич? Да, я думаю, может быть, и не в меня самого стреляли, но где-то, короче, мимо ног вот так вот прям прошло, потому что искры были. Хорошо, главное, по яйцам не попало. Было сыкотно очень, ну. Володя, ты сейчас в кино снимаешься под названием «Головар». Да. Головар. Как ты шефа назвала? Головачев, роман сокращенно, все его так называют. Ты разве не знал? Головачев гений. Художественная ценность какая-то имеется у этого фильма? У этого проекта? Наверное, да, наверное. Что-то ты нерешительно. Ну, потому что я с Юрой, с Батоевым очень много спорил и спорю, продолжаю спорить. Юра молодец, на самом деле, что прислушивается к чему. Юра — это режиссер фильма. Да. Ну, художественная ценность, прям вот, не хочу никого обидеть, но мне кажется, прям такой огромной художественной ценности в этом фильме нет. Не обижайтесь на меня, ребята, друзья. Володя завязывает, тут только я сижу. Стыдно за участие в этом проекте? Тебе? За участие нет, не стыдно. Почему не стыдно? Потому что это опыт, потому что это моя профессия, потому Хорошо. что я пытаюсь как-то Вот, развиваться. когда трейлер вышел, там к нему комменты шли, и чувак там пишет в комментах, например: очередной шаг для навязывания субкультуры АОЕ. Ага. Что думаешь на этот счет? Ну, во-первых, этот чувак, который написал, он не прав, потому что он не видел фильма. Он судит по трейлеру. А во-вторых, трейлер, ну, прям некачественный был. Да, мы с Юрой ругались. Я понял. Говорили ему, но Юра сказал: нормально, пусть будет. Я тебя понял. Сам вообще шпану уважаешь? Опа, ты спросил. Бачки. Ты знаешь, я не в этой теме. Но уважение есть? Каким-то людям да, каким-то нет. В каком возрасте в Бурятию приехал вообще сам? В 18 здесь исполнилось. На стрелы доводилось ходить? Да. Ты со шпаной ходил или Ну, слушай, по поводу чего разборки были? по поводу того, что там кто-то кого-то задел, порезал, что кого В смысле, не так сказал. Ты догонялся или с тебя догоняли? Я никогда не догонялся. То есть, И с меня никогда не догоняли. на какие стрелы ходил? В смысле, Я так за компанию, с друзьями. это внутренние были стрелы между собой? То есть ваша бригада собиралась или вы бригада на бригаду были? С другими рамсовали? Нет, слушай, ну просто говорят: слушай, там рамс, Надо сходить. погнали. Ага. И ты такой: ну ёпта. Сам языкастый, я имею в виду, язык подвешен, можешь на стрелке развести? В этом плане нет, наверное. А драться там приходилось? Или там чисто для массовки? Приходилось, да. На ножах или Нет. кулаками? Да. Ну, там был одного парня порезали, потом знакомые знакомых, там были серьезные люди подходили, в общем, догонялись. Но это было в институте, курсе на втором, на третьем, наверное. В общем, да, такие моменты тоже были. Где больше АОЕ темы, в Бурятии или в Узбекистане? В Бурятии, Там вообще братва есть в Узбекистане? да. Есть братва. Могут, допустим, как в Ландезе, неправильно подобранные слова наказать? Да.
Здоровьем придется расплачиваться или деньгами? Приходил. Ну, и здоровьем, и деньгами, не знаю, с кого есть. Если с кого-то можно взять денег, то, конечно, деньгами. Если с кого-то нечего взять, Тебе то вот здоровьем. здесь в Бурятии доводилось расплачиваться чем-нибудь? Или тем, или другим? Слушай, я как-то попал сразу вот в такую компанию, да, где у меня были очень хорошие друзья. В смысле старший? Да, типа старшие. Это шпана какая-то, да? Ты в каком районе был в 17 лет? Октябрьский. Октябрьский. Шпана на Крутоловской, наверное, да? Была, да, 47-й. 47-й 47-я, там, шпана. да, ребята серьезные, хорошие, добрые. И если что, к ним ты обращался и говорил, Помогали. так и так, морщат ребята, морщат. Там знакомые знакомых говорят, вы чё, кого это? Наш, все, давай, привет. Окей, ясно. Ну, сейчас, допустим, если какой-нибудь пьяный бандит девушку оскорбит, будешь врубаться или накажешь их своим безразличием? Врубался, блин. Сейчас подорвешься, да, на конфликт? Ну да, почему? У меня были моменты, случаи, вот с тем же велосипедом связаны. Видел такие случаи. Что там за фильм был? Да, один очень печальный был. Например? Ехал на Тюльпане, посидели, в общем, с пацанами. Давно было? В том году, летом. Посидели с пацанами, что-то все разошлись, а там, пока мы сидели, мужик ругался с женой со своей. Оба в говнище вообще просто были. И что-то они очень громко ругались. Ладно, мы разошлись, и я потом думаю, да дай-ка вернусь, посмотрю. У меня все-таки в детстве... Любопытство, что ли, просто? Ну, у меня в детстве отец бил мать, я не могу смотреть, когда бьют женщин. Дай-ка, думаю, вернусь. Уже проехал где-то так до Саян, возвращаюсь, смотрю, там месиво такое, он ее прям пах, ну прям наотмашь, она падает, он ее прям долбит. Ну, я подлетел, слез с велика, говорю, ты, чувак, ну-ка завязывай. Тот что-то на меня подорвался, да. И я кинул в него велик, он упал. Я его так начал, ну, чуть-чуть так задолбил. И... Менты? Жена! Тебя бабахнуло? Да! Ну, это классика. Классика! Я ей говорю, я ж за тебя вся в крови, с носом разбитым. Я говорю, вы что? Ладно, потом там доехал до этого скворечника, сказал... Хорошо. Дяденьки, милиционеры, там так и так. Не знаю, что там они как решили. Окей, Володя, я понял. Буквально еще пару вопросов. Ричард III или фронтовичка? Ну, для меня Ричард III. Почему? Ну, потому что там главную роль играет. Ясно. Дед Мороз или Леший из «Царевны лягушки»? Дед Мороз. Дед Мороз. Сигареты или алкоголь? Блин, одно без другого никак. Не в кайф. Деньги на ветер. Конечно. Хорошо. Ты после съемок сегодня «Преступление и наказание» будешь играть? Преступление и наказание, да. Что сложнее, на эффекте отсидеть или «Преступление и наказание»? На эффекте? Ну, вот, это называется проект, на который ты пришел. Эффект, максимальный эффект. Что проще? Что проще, да. Я вообще спросил, что сложнее, но Да, что сложнее? Да. Преступление и наказание. Сложнее? Да. Почему сложнее? Да потому что мы играем его 12 раз подряд. И 12 раз подряд нужно держать одно и то же самочувствие. Это, короче, жесть. У меня понял. Настя, Да. Здесь надо только один раз. У меня Настя 12 раз подряд плачет. Бедняжка. По-настоящему. Хорошо, ясно. Ну, спасибо, Володя, за крутое интервью. Верьте. Берта.